Предложения, озвученные президентом страны во время послания Федеральному собранию, в корне изменят формирование молодежной политики в стране. Таким мнением с нашим каналом поделились эксперты, работающие с молодыми и прогрессивно мыслящими людьми. Во-первых, в каждом национальном проекте теперь появится раздел по работе с молодежью. Средства на молодежную политику будут выделяться не проектно, как было раньше, а системно и комплексно, учитывая, что в каждый нацпроект вкладываются огромные средства, сферу молодежной политики ждет бурный рост. Кроме того, для активной молодежи предусмотрены ощутимые преференции в части внутреннего туризма. Для молодежи прозвучали очень важные темы, например, развитие внутреннего туризма. То есть это этакое развитие патриотизма через познание своей страны, когда молодые люди, которые активно занимаются волонтерством, активно участвуют в проектах платформы «Россия страна», возможности имеют небольшую скидку или небольшой, так сказать, кэшбэк на поездки по стране, небольшие льготы. В том числе от президента прозвучало то, что они могут проживать в студенческих кампусах, которые находятся в регионах. Это, опять же, будет стимулировать внутренний туризм. Поддержка молодежи невозможна без помощи молодым семьям. Так, кроме новых социальных выплат, объявленных президентом, продолжат действовать и прежние программы. Материнский капитал продлен до 2026 года. Произошла индексация, теперь его размер 640 тысяч рублей. Президент также объявил о поддержке молодых специалистов, в частности, педагогов. Президент, и мы это очень давно ждали, дал поручение изыскать из федерального бюджета средства на оплату кураторам групп колледжей и техникумов. Это очень хорошо, и мы это приветствуем. Такую надбавку с прошлого года уже получают классные руководители. Глава государства также объявил, что на ремонт и переоснащение педагогических вузов в стране федеральный бюджет выделит 10 миллиардов рублей. Президент пояснил, что именно от учителей во многом зависит будущее России.